Рейдовые мероприятия начались с села Яшхо. Этот объект по добыче криптовалют был отключен от электросетей еще 20 дней назад, но к приезду сотрудников МВД ферма работала. Ранее поставленные пломбы со счетчиков были сняты. На ферме 80 аппаратов по добыче криптовалюты. Здесь же установлен трансформатор мощностью 630 киловатт. В час ферма потребляет до 200 киловатт электроэнергии. Специалисты Черноморэнерго определили, что трансформатор установлен с нарушением правил эксплуатации. Энергетики отключили трансформатор от высоковольтной линии электропередачи с целью его изъятия. Специалистам еще предстоит установить наличие этих условий на подключение трансформатора к электросетям. Руководством было принято решение, если майнинг фермы ранее отключенные снова подключаются, изымать трансформаторы. Однако сегодня не получилось это, так как погодные условия и техника не может подъехать для этого, чтобы изъять трансформаторы. Мы отключили их от сетей. Когда будут погодные условия, возможность транспортное средство приедет и манипулятор изымет трансформатор. Далее сотрудники МВД направились на территорию бывшей швейной фабрики в Сухуми, где ранее была отключена ферма. Как видно, пломбы на счетчиках не повреждены, ферма не функционирует. Оттуда инспекция направилась в село Ачадара. Сотрудникам МВД пришлось долго стучать в ворота и вести переговоры с охраной. Мы проводим проверку в вашем районе. Будьте добры, откройте нам ворота, чтобы мы могли обследовать вашу территорию. Спустя время охранник запустил всех вовнутрь. В глубине территории за ангарами была найдена майнинговая ферма, в которой 117 единиц техники. Как оказалось, криптоферма еще 2 недели назад была отключена сотрудниками Черноморэнерго. Однако пломбы не были установлены, но от трансформатора были отсоединены провода. На этот раз сотрудники МВД опломбировали ферму. Здесь ранее была выключена данная ферма сотрудниками Черноморэнерго, но как бы опломбированная она не была. Доступно было само помещение, но провода, которые бы подходили, были отрезаны. То есть сейчас контейнер полностью обесточен, но мы приехали, убедились в этом и наложили свои пломбы, конечно. Мы изымаем трансформатор на ответственное хранение в Черноморэнерго. После мер каких? То есть, если мы уже опломбировали, приезжаем, сняты наши пломбы, первая причина, от которой мы можем уже исходить и изымать трансформатор на ответственное хранение. То есть, мы не изымаем с концами, не конфискуем, нет, ни в коем случае мы только лишь на ответственное хранение. Далее рейдовые мероприятия продолжились в селе Нижняя Ишера. Силовики посетили ранее опломбированную ферму на территории сельхозобъекта. Охрана беспрепятственно пропустила инспекцию внутрь здания. Здесь 222 единицы техники. Пломбы, установленные ранее на счетчиках, были на месте. Однако не все было так безоблачно, как могло показаться. На данном объекте аппараты отключены. Однако, если к ним притронуться, еще заметно, что они теплые. Это говорит о том, что ферма совсем недавно работала. Но к приходу сотрудников МВД ее отключили, по всей видимости. В итоге было принято решение об отключении трансформатора и его изъятии для дальнейшего установления правомерности подключения его к электросетям. Здесь же, в селе Нижняя Ишера, на территории бывшего молзавода, найдена еще одна майнинговая ферма. Вход в объект закрыт, но в окне второго этажа можно увидеть майнинговые аппараты. Еще с улицы были слышны звуки работающих майнинговых аппаратов. Но когда охрана открыла дверь, вся вычислительная техника уже была отключена. На данной ферме было обнаружено 300 аппаратов. До нас доносились звуки, характерные майнинговой аппаратуре. Ну, к тому моменту, когда мы уже подходили, она была отключена, конечно же, как обычно. Мы произвели свою процедуру, то есть опечатали, выключили. Будем контролировать также. В случае повторного подключения этой фермы, конечно же, так же, как и в остальных фермах, там будут изыматься такие агрегаты, как трансформатор. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов осуществления деятельности по добыче криптовалют по всей территории Абхазии, ежедневно осуществляются сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Абхазии. Аля Катрапшта, Абхазское телевидение.